Всем привет! Сегодня понедельник, 18 июля, город Якутск. И это мы с вами находимся на площади Ленина. Площади Ленина, говорят, здесь памятник убрали. Вон, смотрите, пьедестал, и там памятника нету, видно, да? Так, вот что мы видим. Здесь пишут: реконструкция памятника Ленина. Так, сроки. Конец сентября 2022. Так, кто заказчик, подрядчик, технические показатели. Ну, куда-то, короче, вот такой памятник стоял. Остался один пьедестал. Его куда-то увезли на реставрацию. Можно посмотреть. Вот ремонт улицы проспекта Ленина у нас идет. Здесь видно, даже закладывают это гофру вот эту раскручивают. Ну, это электропровода всякие там. Ну и вот непосредственно здесь тоже, видимо, идут работы. То есть это непосредственно, это площадь Ленина. Ох, так, ну, фиг пойдешь, смотрите. Так, а как нам посмотреть туда? Фиг посмотришь. Короче, обнесли памятник, где стоит, вот таким вот забором. И туда даже не глянешь. Ну ладно, попробуем здесь перейти. Все-таки вот такая вот какая-то рытвина здоровая. И можно сюда долбануться. Так, а как здесь? Опс, опс, опс. Хо-хо. Так, я удачно перепрыгнул. Но, наверное, не каждому это... Да, это вот эта траншея, сюда будет укладываться, соответственно, кабель, по всей вероятности. Вот такой вот. Так, люди тут... Целый аттракцион у них по переходу. Так. Давайте вот сюда переходим. Так. Это под эти, под столбы, по-моему, вот такие вот штуковины. Ну, работа движется. Сегодня, я сказал, до 18 июля у нас в Якутске 33 градуса где-то. Вот. Вы видите, наверное, что дымка такая вот. Дымка это от пожаров в лесу, которые сейчас такое как бы из-за жары у нас проблема получается, да? А леса горят, и опять Якутск, как в прошлом году, заносит дымом. Вот смотрите, солнце. Солнце видно, да? Какое солнце. Так, работает. Ну, постаменты, памятника нету, как мы видим. Памятника нету. Ну, интенсивная тут движуха, конечно. Они уже укладывают бордюры, вот эту траншею, кабеля какие-то. Еще должны, видать, водостоки какие-то сделать. Вот здесь вот, наверное, тоже должны будут что-то сделать. Саму площадь-то. Что-то с ней или плиткой выложить, или еще что. Ну, посмотрим. Еще до конца сентября долго. Смотрите, какая горища здесь. Просто гигантская. Просто гигантская. В этом году, кстати, вон там написано 2022 год, год культурного наследия народов России. Тут уже привезли вот эту вот плитку, которую будут ложить сюда. Как она? Брусчатка? Гранитовая или какая, не знаю, с чего она сделана. Но она должна быть очень прочной и должна прослужить, я так предполагаю, большой срок. Ну, все будет, конечно, видно это по ходу потом уже. Как все это сделают, эти работы. Ну, а пока вот на 18 число, 18 июля, вот такая вот ситуация. Жарко в городе.
жарко. И поэтому хочется куда-то пойти на купалку, искупаться в реке. Так, здесь дорога, здесь уже ездят машины, я вижу. Здесь, кстати, стоянка. Вот такие вот мощные трактора здесь ездят. От них, кстати, много... Фу! Пыли от них много. Это кошмар какой-то. Офис Алроса АЛМАЗа России Саха вот в этом здании. Напротив здесь Бриллианты Якутии находятся. Ну и здесь вот смотрите, какую глубину раскопали. Это еще должны, видать, досыпать. Все в уровень в один выравнивать. Так что дофигища. Еще работы дофигища, я так думаю. Пока они там начинают проходить по проспекту. Проспект длинный. Там работы такие вот масштабные. Работы масштабные. Давно я вот не снимал ничего. Тут машина едет от ней. Сколько пылюги. Еще там какие-то вот быстрее переходим здесь. Чтобы нас не занесло тут. Вообще. А давайте вон туда вон пройдем. Что я не хочу прямо идти. Поэтому, ну, ясно примерно, да? Или до туда еще дойти. Что делать-то мне? Машины со всех сторон вылазят. Азимут. Гостиница, отель. Шенебельный. Прямо в самом центре. Даже 4 звезды у него, смотрите. Так что хочет кто потусоваться более-менее такой ситуации хорошей, приятной, то может вот сюда заехать. Ну, конечно, лучше в следующем году приезжайте, потому что в этом году вот так вот все творится у нас. Да еще этот дым пошел. Ё-моё, вообще не хватало. Поэтому мы будем следить за ситуацией с дымом. Там уже работает, в принципе, соответствующая техника. Тушат. Какие-то специальные самолеты вылетели, которые дожди вызывают. Но республика большая, гигантская, поэтому всю территорию, конечно, просто невозможно одновременно как-то обслужить. И так деньги, в общем-то, гигантские. Каждый год выделяются на тушение всех этих пожаров. МЧС. У нас еще кроме пожаров еще и наводнения, если вы слышали. Вот недавно были совершенно там поселок затопило. Поселки даже затопило не один. Поэтому проблем целая куча. Вот. Единственное, что радует, что лето, ну и все-таки ходить так вот под пеклу не очень. Не очень по пеклу ходить. Хотя солнца такого нету из-за этой дымки, но все равно жарко. Люди сидят, отдыхают, пьют кока-колу холодненькую, прохладненькую. Вот тут все, смотрите, парковка. Парковка. Вот сейчас от него, смотрите, еще может камень отлететь, вот этот гравий. Плюс пылюга. Да, ну, видать, разрешили машинам здесь ездить, потому что здесь в центре много офисов, надо подъезжать, отъезжать. И, соответственно, машинам дали приоритет. Хотя, если бы они здесь не ездили, то запыленности центра города бы было значительно меньше. Посмотрите, здесь все
такое вот оно все в пылюге. Так. Ну вот тоже плитка. Но это старая плитка, да, видите, да? Уровень какой. Ее большой. Вон, женщина даже маску одела. Правильно, надо сейчас вот здесь вот в маске ходить. Кроме того, что вот это пыль, еще и дым от пожаров. Что у них не очень хорошо как бы вдыхать. Ну, что делаешь? Это издержки в жизни в городе. Издержки в жизни в городе. Так, мы проходим мимо кинотеатра Центрального с этой стороны. А это у нас наш дворник. Тут он стоит, как всегда, на своем месте. Так. Прямо так песком и воняет. Как тут пройти? Посюда. Посюда проходим. Так, что тут, светофор работает или так? Перекресток улицы Курашова и Ленина. Ну, здесь мы видим, что уже вот тут тротуар делают, выкладывают новым материалом. Здесь тоже. Так, здесь уже бордюр сделали. Смотрите, какой ширины будет дорога. То есть ширина дороги осталась такой же, и не расширили. Так, и вот здесь делают отсыпку. Так, здесь надо выйти, да? Здесь, соответственно, оп. Так, это старые что-то выдернули они здесь. Офис Ростелекома, здесь вот как раз напротив торговый центр Проспект. Так, ну вот мы практически весь этот участок прошли с вами от площади Ленина до площади Орджоникидзе. Так, вот посмотрим, что за плитка здесь. Я смотрю, уже положили ее. Ее положили. Вот таким вот образом. Она еще какая-то двухцветная. Это она перегорожена, и там идут работы. Так, ну вот так вот это сейчас все выглядит. Конечно, когда все это кончится, все тут чистенько будет и красиво. Мне так кажется. Ну, должно быть, раз такие сроки длинные. А, смотрите, как тут сделали. Тут даже такой наклон, как по науке, да? Смотрите, чтобы было удобнее пешеходам с колясками. Вот отсюда съезжать. Здесь даже такой наклончик сделали. Что, в общем-то, верно. Так, что у меня там такое? 8000 шагов я прошел. У меня показывают мне часы сегодняшний день. Что, в общем-то, хорошо. Хотя я особо не ходил. Ну вот гостиница Лена, и вот под ним уже тут, в общем-то, практически сделали этот участок. Так, только у нас представляем восхитительный сет из 11 блюд за 2830. Это Аврора. Ресторан. Так, ну здесь сделали, но опять же не все доделали. Что-то кусочки вот так вот они все. Вот она, гостиница Лена историческая. Это велик стоит. Вот здесь вот это, видать, гепорошки должны еще как-то доделывать. Смотрите. Либо это сами владельцы вот этих вот строений должны
Или кто это должен делать. Но есть такая проблема, да, что порожки вот эти вот как бы принадлежат к владельцам, арендаторам там зданий, и поэтому как бы делать эти порожки должны сами владельцы. Фу, как тут пыльно, да? Мне прямо... Ой, фу, ничего не сделаешь, чтобы вам для вас специально поснимать. Вот так вот они работают. А там еще видно, эти подвозят плитки. Ну и сам от проспект Ленина. Вот он сейчас вот такой вот. Смотрите. Вот. Ладненько, давайте дальше шлепаем. Вот машина, видать, хочет проехать туда дальше. Ох, как он хорошо, а здесь. И этот сюда заезжает. А, тут что-то, даже пленкой обтягивают. Смотрите, пленкой. Все по как надо делают, смотрите. То есть не просто его оставили, а еще пленкой затянули, чтобы... Фу. Видать, он не поцарапался или что. Так, ну здесь давайте выходим отсюда с этой стройки и пройдем к фонтану. Это площадь Орджоникидзе, ну и фонтанчик. Вот он там, красавчик. Возле него должно быть немножко прохладно и свежо. Цветочки высажены. О, смотрите, солнце. Видно, да? Вон где, какого цвета солнышко-то от дыма пожаров. И здесь вот такое местечко, можно посидеть, в принципе, покурить сигареты или побегать вокруг фонтана. Как вам? Вон, видно, детишки залезли туда и там прямо в этой воде. Ох, красавцы, красота, да? Молодцы. Здорово, да? Да, жалко, что мы уже выросли с такого возраста и уже просто так в фонтан не залезешь. А так бы хорошо было бы сюда вот прямо залезть. Ну, молодцы. Без проблем. Это значит детство. А здесь видно вот такую вот сделали стену. Смотрите, из цветов. На самокатах тут гоняют у нас. Так, здесь уже селфи какое-то делают, я вижу. Не будем пока мешать. И написано здесь цветами 100 лет я СССР. Видно, да? 100 лет я СССР. Вот, кажется. Кстати, поближе чуть подойти к вам. Показать. Тут, кстати, поставили вот такие вот толстые, здоровые, вот как это называется, под цветы горшки. Смотрите. И вот сами вот цветочки. Вот такие петунии, или как это называются, разных цветов. Красные и вот белые. Видно. Красота, красота. Не будем бабушкам снимать, мешать. А, здесь можно встать, вот здесь непосредственно. Вот. Площадь Орджоникидзе, но это памятник историческому деятелю Кулаковскому. Так, здесь видим мы тоже какие-то здесь цветочки насажены, чтобы цвета радуют. Ага. Для Якутии цветы это, конечно, очень приятное явление. Вообще растительность летом, когда все расцветает. Класс, да? Девушки гуляют, на самокатах катаются. Вот такая вот ситуация. Что я вам хотел показать сегодня. Всем пока.